Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Работа медиков предполагает мобильность и возможность помогать людям, и все в зависимости от их местонахождения. Сегодня в Якутии успешно реализуется ряд проектов, одним из которых мобильный хирургический центр. И с нашей гостьей Надеждой Петровой, заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, мы поговорим о работе центра, а также обсудим развитие и применение современных технологий в медицине. Добрый вечер, Надежда Семеновна. Первый вопрос, о тех проектах, которые сейчас реализуются в рамках нацпроектов президента России. Какие из них, на ваш взгляд, наиболее сейчас востребованы в Республике Саха-Якутия? Но мы знаем, что национальный проект подписан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 7 мая 2018 года. В области здравоохранения несколько нацпроектов, несколько направлений нацпроекта, в которых наша республика во всех нацпроектах, направлениях участвует. Это, конечно, безусловно, это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это, безусловно, конечно, борьба с онкологическими заболеваниями, это первичное здравоохранение, да? Сколько построено фельдшерско-акушерских пунктов, мобильных центров, врачебных амбулаторий. Это же все же для человеческого капитала, для жителей Республики Саха-Якутия, тем более, что в труднодоступных районах это же очень значимый шаг, да? Очень значимая веха в истории. Кроме того, развиваются информационные технологии. На сегодняшний день развитие телемедицины колоссальное значение имеет для здравоохранения. Сейчас уже третий год, как уже нет такого понятия, как телефонная связь. Да, есть телемедицинская связь, посредством которого врачи общаются между собой. В некоторых местах, даже в некоторых районах нашей республики, врачи общаются со своими пациентами. Посредством телемедицинской связи передаются все данные пациентов, по которым вот сиюминутно врач может принять какое-то решение. Это же ведь очень для человека и для врача это очень значимо, да? Доступность, быстрота решений, быстрота принятия заключений каких-то и создание маршрута для пациента. Это очень значимо, да? Вот если говорить наиболее актуальное, тут выделить в нашей республике наиболее актуальное, наверное, немножко затруднительно будет, потому что по всем направлениям национального проекта здравоохранения, по всем направлениям наша республика очень активно участвует. Тут же ведь в национальных проектах, если участвовать в национальных проектах, возможностей появляется больше. Вот возможность приближения пациентам специализированной медицинской помощи – это колоссальное значение для здоровья человека имеет. Да? Вот даже возьмем бригады онкологический десант, да? Выездные онкологические десанты, офтальмологические бригады, да, выезжают к пациентам в районы, проводятся операции, проводятся исследования, скрининги проводятся, по которым у пациента выявляется в онкологической части, например, да, склонность или наличие онкологической патологии, по которому уже пациенту можно создать маршрут и обследовать вовремя и так далее. Да? Ну и последний шаг, это, конечно, вот сейчас, который запущен, это мобильный хирургический центр. Вот о том, о котором надо подробнее уже поговорить. Да. Вот как проходит в целом внедрение этого проекта благодаря работе Республиканской больницы номер 2? Какие вы видите перспективы? Может, где-то какие-то сложности появляются? Так, реализовать проект «Мобильный хирургический центр» стало возможно тоже благодаря указу президента Российской Федерации о стратегических направлениях и национальных задачах. Это нацпроекты, да? Для реализации которых в нашей республике указом главы существует указ «Стратегические направления, стратегическое развитие здравоохранения Республики Саха-Якутия». В рамках этих указов был инициирован территориальным фондом Республики Саха-Якутия, директор Александр Васильевич Горохов, да, и министром здравоохранения Леной Николаевной
Афанасьевой был инициирован такой проект «Мобильный хирургический центр». Реализация этого проекта возложена на Республиканскую больницу номер 2, Центр экстренной медицинской помощи. И наш главный врач Иван Сергеевич Иванов очень загорелся этим проектом. Это действительно вот реальная помощь, реальное приближение специализированной медицинской помощи к людям. Да? В кратчайшие сроки, как только вышел приказ министра, в кратчайшие сроки был сформирован мобильный хирургический центр, бригада врачей, который вот в настоящее время мы съездили в Нерюнгринский район. Бригада состояла из 8 докторов и 4 среднего медицинского персонала. Проработали мы там неделю с 15 по 22, проработали неделю. И вот что хочется немаловажное и очень существенно отметить, что проект очень хороший, и его прям он очень с отдачей, да. Это же ведь для республики, для населения Нерюнгринского района, да, очень значимо, что впервые в истории здравоохранения центральных районных больниц, да, выполнены высокотехнологичные исследования и высокотехнологичные операции. Но вот это высокотехнологичные, я почему говорю? Потому что они к разряду высокотехнологических относятся. Оказана специализированная медицинская помощь. В Нерюнгри у нас ездили 8 врачей. Это в составе бригады были 2 травматолога, 2 травматолога-ортопеда, рентген-эндоваскулярный хирург, врач-колопроктолог, хирург, врач-сосудистый хирург, врач-невролог и врач-кардиолог. И в составе такой бригады мы съездили очень благодаря взаимодействию Нерюнгринской ЦРБ, оперативному решению поставленных задач, которые решала Нерюнгри. Надо было подготовить пациентов к осмотрам, надо было провести перечень лабораторно-инструментальных исследований для того, чтобы не терять время, да, чтобы врачи приехали, осмотрели, приняли решение и оказали медицинскую помощь. Тут надо отметить, что проект, еще раз подчеркиваю, что проект очень хороший. Его если развивать, если запустить вот так, как задумано было территориальным фондом, как задумано было министром здравоохранения Леной Николаевной, и именно так, как требует глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, полноценно, полномасштабно, сиюминутно и прям с четким решением, да, положительным решением. Если в таком соблюдать все эти требования, вот в таком направлении двигаться, проект очень хороший. В Нерюнгри мы в первый же день в порядке уже практической помощи, да, провели, наш рентген-эндоваскулярный хирург провел диагностические исследования на ангиографе, который вот установлен Нерюнгринской ЦРБ. И на этих исследованиях он провел 2 церебральных панангиографии и 1 коронарографию, которая была у пациента со сложным многососудистым поражением коронарных сосудов. И по результатам исследований один пациент, благодаря оперативному решению руководства Нерюнгринской ЦРБ, этот пациент был экстренно направлен в нейрохирургическое отделение Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи. В тот же момент, в ту же ночь по приезду пациента была проведена операция. У пациента выявлена была патология сосудов, аневризма сосудов головного мозга широкой шейкой. При узких шейках проводится рентген-эндоваскулярное вмешательство, то есть эмболизируется расширение сосуда. Да? А в данном случае это невозможно было сделать, потому что шейка аневризмы была достаточно широкая. И этот пациент по приезду был уже прооперирован, сейчас он готовится к выписке. Это вот
однозначно спасенная жизнь, да. Кроме того, рентгеноваскулярный хирург — это тоже впервые в истории здравоохранения центральных районных больниц республики, да. Проведена ангиография сосудов нижних конечностей, тазово-дистальная, прямая ангиография сосудов были проведены. Их в целом мы провели 6 штук, но из них в 2 случаях рентгеноваскулярным хирургом оказана была при наличии показаний, выявлены были показания, и рентген-хирургом была произведена ангиопластика сосудов. Нерентгенские коллеги наши, рентген-эндоваскулярные хирурги, они были прям в восторге, что они даже сделали слайд, презентацию сделали, да, вот как это же восхитительно, когда человек поступает с холодными, синюшными конечностями, ложится на операционный стол, проводится диагностика, врачом принимается правильное решение, проводится ангиопластика, восстанавливается кровоснабжение нижней конечности, и прямо на глазах нога розовеет, кожа нижней конечности розовеет, ноги становятся теплыми. И на контрольном исследовании видно, что кровоснабжение полностью восстановлено. Вообще было доверие среди жителей Нерюнгинского района, врачам, которые приехали? Потому что мы знаем, что жители Нерюнги очень любят ездить в Хабаровск, Благовещенск, в Новосибирск. Знаете, Иван Петрович, надо сказать, что было очень приятно. Было очень приятно, действительно. Вы правильно говорите, да, что может быть просто по привычке, из-за того, что даже взять транспортную логистику, да, возможно, жителям Нерюнгри ближе съездить в Благовещенск или в Иркутск. Но в данном случае пациенты же ездят за свой счет. Тратятся колоссальные деньги, там бронируются билеты, уезжают, живут, проживают где-то, за все платят. Я не думаю, что бесплатно оказывается какая-то помощь, да, в других регионах. Это же другие регионы. Это Амурский край и Иркутская область. В данном случае пациенты были очень рады, они прям восхищались, ну и видеть благодарность, слышать благодарность пациентов, ну что врачу еще надо. Вот 5 пациентов, да, которым мы провели впервые в республике тоже, да, эндопротезирование в условиях районной центральной больницы, да, эндопротезирование тазобедренных суставов. Эти пациенты довольно давно уже стоят на учете. Нерюнгринская ЦРБ предварительно нам этих пациентов подготовила. Наши травматологи, ортопеды и анестезиолог посмотрели пациентов до госпитализации, оценили ситуацию, оценили хирургические риски, анестезиологические риски. И 5 пациентов были успешно эндопротезированы. Тазобедренный сустав. Наша бригада травматологов в составе 2 человек, да, там один оператор, другой ассистент. И анестезиологическая бригада, это врач-анестезиолог, медбрат-анестезист и медсестры операционные наши, республиканская больница номер 2, да, бригада сработанная, слаженная. Они, как врачи оценивают, говорят, что чувствовали себя как дома. Пациентов восхищение. Их уже на следующий день мы активизировали, подняли на костыли, показали, научили двигаться с этим эндопротезированным сосудом. Но к моменту нашего выезда эти пациенты все уже были в активном движении. А вот куда в ближайшее время поедет мобильная бригада? Вот какой-то план уже есть намеченный, да, по дальнейшему району? По требованию министра составлен график выездов. Мы планируем, график составлен, конечно же, с учетом нашей транспортной возможности в республике, да. Мы постарались учесть, чтобы паводковая, да, дорога, зимник, чтобы с учетом зимников и так далее, где возможно быстро добраться, потому что мобильный хирургический центр ездит со своим расходным материалом, со своими инструментами. То, что можно взять с собой, мы забираем с собой. И в ближайшее время мы планируем, вот сейчас в настоящее время идет подготовка взаимодействия с Алданской ЦРБ. В Алданскую ЦРБ собираемся выезжать на дней 9, да, и планируем отработать там в Алдане и консультативную помощь оказать
жителям Тамота и Нижнего Курнаха. А вот готовы ли коллеги из таких отдаленных населенных пунктов идти на контакт, подготовка их там, чтобы оценить состояние и подготовить пациента самого, самое главное? Ну, я думаю, что вот сейчас уже есть запросы со всех центральных районных больниц практически, когда к нам, да. Значит, что можно сказать по поводу отношения коллег наших? Наши коллеги очень воодушевлены, очень вдохновлены, и все стараются взаимодействовать очень, да. Конечно же, вот то, что мы, например, вот в Нерюнгри съездили, да, все врачи, травматолог, ортопед Нерюнгринской ЦРБ, рентгеноваскулярный хирург Нерюнгринской ЦРБ, операционные сестры, анестезиолог Нерюнгринской ЦРБ. Они все присутствовали на наших операциях, все в некоторых случаях ассистировали. Перенимали опыт. Перенимали опыт. Были очень благодарны, то, что тоже очень отрадно, потому что нет такого понятия, вот это наше, сюда не заходи, такого понятия нет. Все были очень воодушевлены, и все старались помочь, там, поассистировать, чтобы допустили поассистировать и так далее. Да? Операционные сестры очень многому, я считаю, научились в Нерюнгринской ЦРБ. Там, как операционные сестры отзывались в Нерюнгринской ЦРБ, в операционном зале просто была тишина. Медсестра подавала, она уже знает этапы операции у хирурга, да, и подавала инструменты молча. Хирург просто брал и дальше продолжал операцию. Да? Вот этапы операции, это же взаимодействие, сработанность коллектива, она очень важна. И поэтому для того, чтобы, конечно, вот оперировать на чужой территории в условиях центральной районной больницы, это для хирургов, конечно, стресс. Да? Поэтому постарались минимизировать этот стресс, и бригада была полноценная, то есть со своим анестезиологом, со своим медбратом-анестезистом и с операционными сестрами. Спасибо большое, Надежда Семеновна, что нашли время и подошли сегодня вечером к нам в студию. Хочется пожелать успехов в реализации этого нужного и важного проекта, который был инициирован главой республики Александром Сергеевичем Николаевым. Я думаю, что количество благодарных пациентов по итогам реализации этого проекта в 2024 и в последующих годах, оно, конечно же, будет только расти. Удачи коллегам, успехов в вашей работе. Спасибо. А я хочу напомнить, что вы смотрели программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами был Иван Луцкан. Мы всегда выходим по будням в 19:15, также выходят повторы на канале «Якутия-24». Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Якутии. Все подробно и в деталях. Оставайтесь с нами. Всего вам самого доброго и, конечно, здоровья.